Итак, всем привет, дорогие мои! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия, и мы делаем расклад на весну. Итак, смотрите, там есть функция чата, можно задавать вопросы. Есть функция задавать вопросы можно платно. Обратите внимание, кто будет задавать вопросы платно, тому, конечно, я буду отвечать и гадать. Так, сейчас проверю звук. Он должен быть. И, конечно, как не могу понять, как здесь задавать вопросы. Не могу понять, как здесь задавать вопросы. Пробуем. Все, вижу наконец-то. Теперь можно продолжать. Итак, от вас жду вопросов и начинаю трактовку. И будем смотреть, что же приготовила для вас весна. Убираем цифры. Тасую при вас колоду. Такой более философский у нас будет расклад на весну. Надеюсь, вам понравится и вы оцените. Давайте для всех тех, кто выбрал вариант номер 1. Как сложится для вас ваша весна? Да, здравствуйте, доброй ночи. Для всех тех, кто выберет вариант номер 1. Весна ваша. Итак, сигнификатор. Как вы будете себя чувствовать этой весной? Тенденции весны, надежды, перспективы. Что несет с собой весенние месяцы? Посмотрим. Далее. Акценты весны. Сферы жизни, которая будет доминировать у вас этой весной. Главное событие весны. Чего ожидать и к чему следует быть готовой. Сюрпризы. Неожиданные веяния и неучтенные факторы, которые будут у вас этой весной. Потери весны, что уйдет этой весной. И движение лета, итоги и новые перспективы на лето. С чем вы перейдете в летний период? Прекрасно. Вариант номер 1. Кладу сюда циферку, чтобы было видно. Итак, сигнификатор ваш. Как вы будете себя чувствовать, дорогие мои единички? Ну что, весна будет непростой. Будет очень много забот, будет очень много хлопот, усталость, вымотанность, желание все бросить, убежать. Но это лишь желание. Обстоятельства будут вынуждать вас все-таки работать, все-таки нести ту ношу, которую вам придется этой весной все-таки тянуть. Вы такой боец, причем до конца, упертый, целеустремленный, несмотря ни на какие обстоятельства и барьеры, какие-то препятствия, вы все равно будете идти до конца, будете идти к цели, добиваться своего любыми путями, уже заикаюсь, и способами. В общем-то, дорогие мои, придется потрудиться вам весной. Десяточка жезлов у нас тут карта непростая, сложная карта, которая вынуждает нас бороться, карта, которая вынуждает нас проявлять все свою силу, характер, силу воли и идти, завоевывать те высоты, которые, кстати говоря, мы сами себе и построили, к тем высотам, которые мы сами себе наметили.
Итак, тенденции весны, надежды и перспективы. Что несут с собой весенние месяцы? Старший аркан суд. Вот он. Ну, весна — это, скорее всего, для вас такой период надежд, период, за который вы планируете решить многие свои вопросы, я бы даже сказала большинство вопросов, каких-то планов и надежд. Хотите, чтобы они весной разрешились уже и из вашей жизни ушли. Это, знаете, как период некого такого возрождения. Вот весна, все расцветает, природа у нас просыпается, да, нарождаются новые почки, деревья, так и у вас. Тоже нацеленность и желание, чтобы эта весна, она решила многие вопросы, принесла вам некое возрождение, и чтобы все преграды и препятствия, они ушли, а на место освобожденное пришло только все прекрасное, красивое, хорошее и перспективное. Но смотрите, весна, карта суд у нас здесь, эта богиня нам говорит о том, что вы получите положительный результат только в одном случае, если будете работать, если вы заслужите хорошее, да, если вы заработаете то, к чему вы стремитесь, то вы это получите. От вас мироздание, Вселенная будет ждать того, что вы будете работать, вы будете трудиться, и только в этом случае вы получите тот результат, на который вы надеетесь. Главное событие весны, чего ожидать и к чему готовиться. Пятерочка кубков. Ну, достану сюда доп. Карту. Каково главное событие? Ну, скорее всего, дорогие мои, вы будете пытаться сохранить то, что уже имеете. А имеете вы, во-первых, здесь все-таки расклад более философский, будем говорить о опыте, который у вас есть. Этот опыт вам достался нелегко. Этот опыт оставил отпечаток довольно-таки болезненный вообще на вас и на вашей жизни, но дал вам некий ресурс, некую платформу, от которой вы можете отталкиваться и двигаться дальше. И вот этот самый ресурс, эта самая платформа, да, вы, как бы вас подстегивает к движению. Но тут какое движение? Тут движение, как будете пытаться сохранить, что имеете, и построить уже на этом фундаменте что-то большее и что-то лучшее. Причем вы на это очень рассчитываете, вы на это очень надеетесь, дорогие единички, потому что у нас эта богиня Латона, она была изгнана на остров, и там у нее ни дома не было, ни каких-то условий, но она была изгнана с 2 детьми. То есть вот этот ресурс, который она имела на руках, она его холила, лелеяла, и потом она вырастила 2 детей, которые оставили большой след в истории. Поэтому вот так же и у вас. У вас есть ресурс, который вы можете взрастить в будущем, который даст вам большую, огромную перспективу. Но потрудиться придется, судя по вот этим картам, потрудиться придется. Без труда не выловишь и рыбку из пруда, как говорится. Дальше. Сюрпризы весны. Неожиданные веяния и неожиданные факторы. Шут, старший аркан тоже. Здесь что-то новое начнется у вас, или вы начнете что-то новое. Это может быть что угодно. Новая работа, новый бизнес, новые отношения, там, не знаю, новая внешность, захотите сменить имидж. Вот что-то новое, что и перспективное, что даст вам, знаете, вот вдохновение и желание двигаться вперед, двигаться дальше, добиваться каких-либо результатов. Причем это все на энергии, это все на силе, это все на движении. Но опять же, обратите внимание, сигнификатор ваш, 10 жезлов, говорит вам о том, что
ну, оценивайте свои силы все-таки. Не нужно работать на износ, потому что да, здесь это новое, да, это перспективное, да, эта энергия вас будет двигать дальше, но все-таки следите за собой, за своим здоровьем, за иммунитетом, потому что здесь нам карта намекает на то, что к концу периода вы вообще можете остаться без сил, без энергии, просто а, ну, вся энергия, которая у вас будет в начале, в середине весны, к концу весны, она уже вся у вас растратится, и сил двигаться дальше, переходить на лето, да, у вас уже не будет. Вам нужен будет отдых, причем такой вот прям конкретный, чтобы можно было продолжать вот это развивать. Дальше. Потери весны, чего опасаться и чего избегать. Там у нас какая позиция? 5. Ну, вот здесь, опять же, целостность ваша, та энергия, которая здесь была, она, как я уже сказала, тут вы можете ее потерять. Обратите на это внимание, что силы могут уйти. То есть вот этот круг замкнется. То есть вы будете работать на энергии, на силе, а к концу весны все, эта энергия, эта сила, она может уйти, и вы останетесь такой, как выжатый лимон. Это первое. Второе. Здесь круг может замкнуться в том смысле, что вы каких-то этапов, какой-то этап вы преодолеете, какие-то трудности, они уйдут, и настанет опять же новый этап. Все-таки лето, да, какое-то наше времена года, это все равно для нас даже на каком-то уровне, на неком для каждого, это какой-то новый уровень, да, новая какая-то ступень в жизни. И вот так вот по кругу мы ходим. И вот здесь тоже круг некий замкнется. Период в жизни он закончится, но период этот будет связан с этой вот работой и с этими вашими усилиями, которые вы будете прилагать. Здесь, конечно, называется потеря опасности, но здесь в нашем варианте, скорее всего, просто что-то у нас интернет плохо работает. Этапы ступени перехода из одного пункта в другой. И вот здесь как раз-таки этот переход, эта ступень, она будет преодолена вами. Так, дальше. Движение лета. Вы знаете, я почему-то вытянула больше карт. Интересно, почему? Итоги и надежды на лето. 4 мечей. Здесь вы как в неком ожидании будете находиться. Поднесу карту ближе, отсвечивает. В неком ожидании результата. Это первое. Второе. Если вы одиноки, да, то здесь вполне может быть такая надежда на встречу мужчины нового. Хотя вот здесь, вот по шуту, можно сказать, что, конечно, здесь будет и мужчина. Но это расклад не на отношения. Но это, конечно, новый мужчина, а может быть, опять же, некий новый этап. Начинаете, вы действуете, так причем активно, динамично. И вот здесь не и так немного такое вот ожидание чего-то. И карту, хотя 7 позиции в раскладе нет, не знаю почему, но, видимо, это судьба. И вот здесь, скорее всего, если рассматривать эту позицию последнюю вместе, то здесь ожидание мужчины. Вот как я и говорила, у нас все-таки выпал старший аркан император. Тут однозначно ожидание некого это повышение по карьерной лестнице, повышение, например, уровня вашего заработка, повышение, там, не знаю, расширение вашей работы, вашего бизнеса. Ну, в общем, увеличение и построение некой структуры, которая даст свои плоды. 2. Как сложится весна для вас, для двоечек?
надеюсь, что вам Екатерина понравилась. Пишите комментарии, если разобраться. Итак, второй вариант для вас весна. Что-то как-то нелегко. Но посмотрим. Тенденции весны. Надежды и перспективы, что несет с собой весна для вас. Сферы жизни, которые будут либо одна сфера, либо много, которые будут доминировать. События главные. Чего ожидать, к чему вам готовиться. Так, сюрпризы весны. Ну, потери. Чего опасаться и избегать. И переход на лето. Итоги. И новые надежды, чем вы идете в лето. Номер 2. Но у нас выпала скандинавская богиня Хель. Прерывается интернет, не могу понять почему. Сигнификатор. Пятерка пентаклей. Сложности. Поднесу. Вот знаете, когда все валится из рук, когда вы на такое вот нервное состояние, когда вот все раздражает, все и вся, вот все не так, и все не... Вот, ну, вообще, весна какая-то у вас будет прям сложная в эмоциональном смысле. И, скорее всего, почему? Потому что не будет получаться все так, как планируете. Тут вы можете закрыть в своем, не знаю, вот каком-то ореоле, да, в котором вы находитесь, вы и будете находиться. Тут вот ограниченность во всем, и в материальном, и в эмоциональном. Висит. Что несет с собой весна? Итак, 8 кубков. Вот тут расставание. Расставание, видимо, с какими-то своими установками, либо это может быть расставание и с мужчиной. Опять же, акцентирую, что мы все-таки расклад делаем не на отношения, а просто вот тут может быть расставание как с мужчиной, так и с какими-то своими установками, взглядами и какой-то жизненный этап я так. Болезненное, депрессивное внутреннее состояние. Интернет виснет, вот не знаю, что не так. В следующий прямой эфир будем это исправлять. В этом уже не будем прерываться, уже как есть, так и будем снимать. Дальше. Главное событие весны, чего ожидать и к чему готовиться. Звезды нам говорят о том, что те надежды, которые вы питаете, на которые вы надеетесь, они здесь уже вот в этом пункте появляется немного жизни в вас, немного некой такой энергии, которая будет вас двигать дальше. Вот тут будет множественное общение уже из дома, будет общение уже с подругами, с коллегами, но, скорее всего, все-таки это особо женского пола. Будете уже делиться своими переживаниями. Захочется вам с кем-то поделиться, потому что тут одиночество, оно будет зашкаливать. Еще и так весна непростая, тут еще и уходит что-то из вашей жизни, либо кто-то, и чтобы кто-то эти эмоции как-то немного, знаете, скинуть с себя тяжесть. Ну, скинуть некрасивое слово, я имею в виду, что с кем-то поделиться, чтобы услышать какое-то доброе слово, да, или какой-то мудрый, важный для вас совет. Сюрпризы весны, которым вы доверяете, с которыми вы можете позволить себе поделиться своими переживаниями. Но вот здесь вроде как вам хорошо, так вот вальяжно, удобно с ними общаться, но
внимание, что в окружении может появиться человек, наблюдать и делать прям какие-то выводы, или кому-то что-то рассказывать, сплетничать, или ну, какие-то сплетни красивые вам о вас говорить, либо ну вот какие-то некрасивые сплетни, слухи он может о вас распускать. Дальше у нас пункт его опасаться и избегать. Я не могу прерывать его. Вот здесь, смотрите, весна вам даст в лето уйти подготовленное, чтобы уже быть наполненной силой и энергией. И дает вам возможность подумать, поразмышлять, поанализировать, чего же вы хотите от этой жизни. Вообще, в принципе, весь весенний период, видимо, для того вам и дан, чтобы вы подумали, поразмышляли и спланировали вашу дальнейшую жизнь. Тут, знаете, вот перемена, рекламная пауза в вашей жизни, которая даст вам возможность проанализировать всю свою жизнь до и построить планы на будущее, чтобы понять, куда дальше двигаться. И вот опять я вытянула 7 карт. Будем смотреть их вместе. С чем же вы переходите в лето? Итоги и надежда. Вот здесь, смотрите, уже идет движение, динамика. Тут уже перспективы, и они прям хорошие. Тут вам возможность двигаться во всех, да, касаемо отношений. Эти две карты обещают нам все-таки перспективу и хорошего в отношениях. Социальная активность и адаптивность социальная, она тоже будет активная. То есть вы можете там, не знаю, на работе, в карьере, в собственном бизнесе, если у вас есть дело, какое-то свое хобби будете продвигать, или там какая-то интернет-страничка. Тут все начнет двигаться и начнет развиваться. То есть весна у вас, дорогие дочки, период, когда вам нужно подумать, поразмышлять, проанализировать, что в вашей жизни идет не так, почему, что же вы не так делаете, если подводить итоги всего расклада. А лето уже даст вам возможность движения вперед, оно у вас будет. Номер 2. Давайте смотрим с вами вариант номер 3. Как сложится весна для всех тех, кто выбрал цифру 3. Кому интересно, пожалуйста, задавайте свои вопросы, пока идет прямой эфир. Постараюсь на них отвечать, если, конечно, позволит интернет. Это первое. Второе. Прогнозы по знакам зодиака тоже выложила, обратите внимание, кто выбрал вариант номер 3. Акценты, сфера жизни, которая будет у вас доминировать. Главные события весны ваши. Сюрпризы весны. И перейдете в лето. Вытянем 2 карты, вот как обычно. Тенденции, акценты, главные события, сюрпризы, потери весны мы не вытянули. Итак, да, не пойму, все плохо у нас с интернетом. Динамика, множественные поездки на мелкие и крупные, большие, длинные расстояния. Также смотрите, вот этой весной может в вашем окружении появиться некий мужчина, который принесет вам
некие новости или какие-то известия, которые прям большой, хороший отпечаток отложат на вашей весне. Дальше тенденции весны, надежды и перспективы, которые несут с собой весна, которые несут с собой. Вы знаете, вот здесь, то есть нельзя куда-то эти самые чаши весов перевешивать в вашей жизни. Вот здесь нужно соблюдать баланс и такую гармонию, чтобы двигаться дальше. Вот и сама весна, сами ваши дела, какие-то ваши проекты, они будут требовать заниматься все свои силы на какое-то одно дело. Дама с острым умом, и для вас она может быть таким достаточно авторитетным человеком. Либо это может быть либо ваша начальница, либо это кто-то постарше, может быть бабушка. Ну, в общем, женщина для вас авторитет в разных смыслах этого слова. Вот тут она тоже может повлиять на вашу весну, какой-то свой отпечаток наложить. Давайте, наверное, вытянем доп и проверим. Луна. Вот смотрите, вот эта жизнь может знать ту гармонию, которая будет от вас. Прислушиваться к тем знакам, которые будет вам подкидывать мироздание. Вот тут будьте внимательны. Обращайте внимание на какие-то мелочи и прислушивайтесь. О, боже мой. Так, главное событие. Подождите, акценты весны. Сфера жизни, которая будет доминировать. Смотрите, у нас выпал старший аркан император. То есть в вашей жизни есть некий мужчина, сильный, волевой. Он может этим самым императором можете выступать и вы. То есть весна от вас будет требовать вашей силы характера, силы воли, каких-то мужских, янских качеств, чтобы вы проявляли. Потому что, смотрите, у нас и сигнификатор все-таки. Кошмар. Включать свои мужские качества, то есть завоевывать, отвоевывать, отстаивать, не молчать, не отмалчиваться, а именно отстаивать, завоевывать, где-то защищаться, а где-то и нападать. Так, главное событие весны. Чего ожидать и к чему готовиться? Туз жезлов. А вот тут смотрите. Во-первых, это может быть на работе. Это Екатерина с прямым опозданием. Сейчас, если интернет позволит, я вытяну для вас карту. Так, это было пункт о главных событиях. В общем,
ждите чего-то нового, энергичного, или либо мужчину, либо сами будете как такая вот, как солнышко, яркая, красивая, творческая личность, сексуальная, притягательная. Вот здесь можете быть и вы, вот будете акцентировать. Да, включится он у нас сегодня или нет. Карты намекают нам на появление некого нового мужчины. Такой он, знаете, любит кукловодить, любит управлять, но управленный кардинал. Не могу сказать, что прям прагмат. Нет, это скорее также может быть обычная, которая любит, ну вот знаете, такой балагур. Балагур, который всех веселит, который такая звезда компании. И этот человек может появиться, да, это все-таки сюрприз весны, может появиться развлечение, привнести в нее какие-то приятные моменты. И смотрите, также этот мужчина вполне может, это не у всех, он может, вот знаете, по-моему, работает, у нас не работает. В общем, быть таким заводилой, который будет вести именно вот на безрассудство, либо на какие-то такие вещи, которые вы никогда раньше не делали и в своей жизни вообще. Ну давай же, работай. Если у вас были какие-то эмоциональные переживания или те вещи, которые не давали вам покоя, и знаете, как червь сидели внутри, и вас вот так вот подкусывали, подгрызали, то вот это вот тоже может у вас уйти. И также тут какие-то домашние дела бытовые, там какая-то перестановка у вас в доме была. В общем, все, что связано с бытом, с домом, тут уйти. Такие депрессивные эмоции, чтобы этой весной вас покинули. И итоги. Разрушение старого и начало нового. У нас тут башня идет перспективного. В принципе, в лето вы... Тут карта, да, тут разрушение, но весь расклад у нас, в принципе, неплохой. В принципе, неплохой. Весна будет требовать от вас просто внимания, будет требовать от вас силы воли, активности, динамизма. Этап весенний, он уходит и начинается что-то новое. Вот, скорее всего, как вы жили и будете жить эту весну, лето у вас начнется как-то по-новому, по-другому. Какой-то новый этап, какая-то новая жизнь у вас все активная. Карты нам говорят о том, чтобы вы были активны и обязательно обращали внимание на... Забывайте об этом пункте. А так, в принципе, весна у вас довольно-таки должна быть продуктивная и активная. Окружение, они... Этот вот неожиданный мужчина, сюрприз весны, отстаться. Потому что сюрприз вот здесь по тузу
да, потери весны, вы были раньше одиночество, покинутости, то кошмар. Сюрпризом, да, вот этим мужчинам может у вас начаться некий новый этап жизни. Вот такой у нас вышел вариант номер 3. У всех, прошу прощения, почему не дает его провести нормально и продуктивно. И, Екатерина, давайте посмотрим ваш вопрос. По крайней мере, попытаемся. Сейчас я сложу карты и посмотрим. Увидитесь ли вы этой весной с загаданным мужчиной? Можно посмотреть и ну, что я хочу сказать. Смотрите, Таро нам говорит о том, что нет, увы, нет. Тут, но почему-то здесь идет довольство собой. Да, будут переживания, но выпадает, мы загадали, и загадали, и этот мужчина новый какой-то мужчина, которого вы еще не знаете. Смотрите, у нас карта колодец, и карта гроб, и карта бланка некого другого мужчины. Вот нам говорят о том, что, скорее всего, вы не захотите сами, либо просто уже не будет нужен тут. То есть вы можете уже того загаданного мужчину и не захотеть увидеть, то есть уже устать ждать, например, или надеяться на встречу с ним. А вот здесь нам карта говорит устраивать. А с другой стороны еще намекают нам. Так, я надеюсь, что вы прогноз услышали, Екатерина, И на этом, наверное, закончим наш. Меня сегодня подвел. Была рада видеть, кто заходил, кто буду думать что-то со своим интернетом. Техника меня подводит, это меня не устраивает. Я всем желаю всего. Непонятно все-таки, да. Ну, я давайте еще напишу в чате, что ли.